Приветствую, смотрите, подписчики, гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 22 октября. Это у нас с вами среда. Смотреть будем на колоде пасьянс цыганский, так как день обещает быть спокойным. У нас с вами за этот день отвечает аркан умеренность. Мы складываем 22.10.2025, это 2-2 единичка, 2-2-5. Получаем в сумме 14. По 14 арканам у нас идет умеренность. А умеренность это про баланс, про равновесие, про спокойствие, про то, что все должно... Возможно, в этот день, если вы планировали день провести активно, то как раз вы можете столкнуться с тем, что вас Вселенная как будто будет останавливать. Говорить, остановись, да, вот как на этой картинке. Остановись, выпей чашечку чая там, или выпей чашечку латте. Никуда не торопись, никуда не спеши, везде успеешь. Поэтому это про такое, знаете, про принятие, про смирение, про успокоение. Поэтому лучше, конечно, на среду ничего такого суперактивного не планировать. Но мы сейчас еще посмотрим, что покажет карта. Да? Будет ли, опять же, если вдруг что-то будет происходить, какая-то неприятность в этот день, по этой карте она будет как бы разрешаться сама собой, без приложения каких-то усилий. Сейчас мы с вами и посмотрим. Первый у нас, конечно же, Овны. Среда, 22 октября. Покажите мне, как пройдет этот день для овнов. Основные события. Что у них там может быть в среду? Овны. Угу. Пожалуйста, вот вам и чашечка чая, да, которая на рисунке. Карта гостей. Карта якоря. Заякорись, остановись, налей себе чашечку чая и спокойно проведи этот день. Якорь и чай. Видите, событий нет особо. Месяц. Ну и колокольчик. В принципе, что и требовалось доказать, называется. Смотрим. Значит, сейчас я еще обязательно проверю горизонталь, вертикаль. Может, тут найдем. Не вижу. Получается, у вас чашка чая показывает, что в этот день вы можете пойти в гости. К вам кто-то в гости может прийти. По якорю ничего происходить не будет. Якорь это всегда такая остановка где-то в одном месте надолго, заякорение. И ничего не происходит. Месяц может указывать на события, которые имеют цикличность. 22 числа там каждого месяца что-то происходит. Может вы там что-то получаете, оплачиваете и так далее. Вот может быть какое-то событие. И пустые разговоры, колокольчик. Это гости и пустая болтовня. Разговоры ни о чем, так сказать. Вот видите, спокойный день. Якорь. Вот такая вот информация. Карты подтвердили нам аркан дня. Ну, по крайней мере, для вас. Не знаю, как для других знаков. Вы очень хорошо резонируете с этим днем, Овны. Благодарю за внимание. Переходим к тельцам. Так, смотрим теперь, что у тельцов. Какая будет у тельцов среда? 22 число. События дня, тельцы. Угу. Первое, что я вижу, цыпленка. Чашечка чая. Может быть, в гости придут дети, внуки, семья. Ну, брат, сестра, члены семьи, если вы живете отдельно. Не вижу совпадений. Угу. Так, ну давайте. Ага, вот есть, вижу еще маска. Маска. Так, смотрим. Здесь нет. Здесь. Колокольчик есть. Чашка чая и колокольчик. Гости, пустые разговоры.
Так, здесь нет, 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 нет. И здесь нет. 4 события. Опять же, видите, ничего плохого. Ну, маска выпала, обман. Но я думаю, что здесь она проиграется каким-то другим образом. Значит, смотрите, цыпленок показывает. Это общение с семьей, с детьми, внуками, племянниками. Крестин, чаще всего по цыплятам мы о ком-то заботимся. Гости, пустые разговоры, общение. И единственное, как бы минус, который у вас упал, это маска. Но опять же, маска может показывать, например, в этот день идете к косметологу делать какую-то масочку. Может быть, сами себе там делаете. Может быть, посещаете театр. Маска часто указывает на театр, ну, какие-то представления, где люди переодеваются в костюмы и так далее. Поэтому маска не всегда это обман. У нее есть, да, вот там и другие какие-то значения. Может быть, просто кто-то, например, в разговоре надевает на себя маску и ведет себя не так, как обычно. Тоже может быть. Поэтому тут вот я не думаю, что в этот день она проиграется по своему прямому значению обман. Такая информация для вас, тельцы. Благодарю за внимание и переходим к близнецам. Будем смотреть, что у них. У вас, в принципе, спокойный день. Так, теперь близнецы. 22 октября. Близнецы. Среда. События дня, близнецы. Первое событие – это домик, чемодан, якорь. Заякоритесь дома. Может, будете вещи перебирать, как вариант. Успех. Скорее всего, в данном случае якорь – это точка. Успех и точка в каком-то вопросе. Колокольчик. Подсвечник нельзя. Горизонталь, вертикаль не вижу. У вас 5 событий. Первое показывает, что будет какое-то событие в семье в этот день. Ну, дома что-то будет происходить. Будет успех в делах. Возможно, по якорю сможете поставить точку, решить какой-то вопрос окончательно, что-то закончить. Либо якорь еще может показывать, что мы где-то проводим целый день. Ну, там полдня точно. Бывает, что и целый день как бы в одном месте. Якоримся, как кораблик. Пустые разговоры, болтовня, успех и, возможно, временная разлука, расставание. Чемодан часто показывает, или кто-то уезжает, или мы уезжаем, или кто-то приезжает. То есть какие-то вот события, связанные там с чемоданами, сумками, там, рюкзаками, поездками и так далее. В общем, вот такая вот история. Ну, видите, ничего здесь плохого не выпало, наоборот, плюсиком есть какой-то еще успех у вас в этот день. Благодарю за внимание и переходим к ракам. Так, раки, смотрим, как для вас пройдет 22 октября под арканом умеренность. Раки, среда, события дня. Раки. Удача, первая подкова. Вам в этот день может вести. Удача. Ага, и смотрите, вести, знаете, где может? В госучреждениях, казенный дом.
Прекрасно. И как раз карта умеренности, это у нас тоже карта удачи, когда все очень удачно складывается, легко, все получается легко. Мечи. Тут два варианта. Смотрите, есть замочек, либо есть часы. Смотря что первое увидели. Но я первый замок увидела. Если вы увидели будильник, тогда будет какая-то проблема со временем. Замок это тайны. Цветочек нельзя. Ножницы. Яблоко, слезы. Угу. Смотрите, интересно. Ножницы и конверт. Решение каких-то вопросов, может быть, связанные с документами, делами. И еще у вас выпало и казенный дом тоже, да, связано с бумажками. Сундук нельзя. Цыпленок есть. Тайны, связанные с детьми, с семьей. Здесь нет, 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 нет. Нет, здесь тоже не вижу. Получается, значит, из минусов, сразу давайте про минусы, что тут выпало. Из минусов выпали мечи, это скандал. Скандал, споры, конфликты, два разных мнения, люди спорят. И слезы, скандал, слезы. Но опять же, здесь как вариант вы можете быть свидетелями скандала, когда я его вижу, он на моих глазах, да, например, в госучреждении. Пошли себе за какой-то справкой, да, и там на ваших глазах какой-то скандал. Поэтому тут вот, может быть, это будет и не у вас. Скандал. Слезы могут быть и слезами радости тоже. Ну, то есть сильные эмоции, сильный эмоциональный всплеск. Может быть, вы скажете, а откуда радость? Ну вот, смотрите, решение вопросов, связанных с каким-то документом. Вполне может быть отсюда и слезы радости. Поэтому здесь слезы, решение вопроса, получение чего-то, посещение госучреждения, удача, в госучреждении удача и решение. И также открытие какой-то информации по замочку, то, что было от вас скрыто, это может быть связано с семьей, детьми. Вот эта информация, что-то такое узнаете, чего не знали. Поэтому, в принципе, если этот конфликт вас не коснется, то тоже у вас можно считать замечательный день, потому что решится какой-то вопрос у вас. Ну, кстати, по карте умеренность очень часто все вопросы решаются очень легко, без приложения особо каких-то усилий. Так что, если вдруг собрались в госучреждение, то все должно пройти у вас хорошо в среду. Благодарю за внимание. Переходим к львам. Львы, 22 октября. Львы, среда, события дня. Ой, карта убежала. Ух ты, солнышко выпало. Карта счастья и радости у вас прям начало, да, вот начало дня. Дорога. Может быть, какая-то удачная дорога будет, радостная, приятная дорога. Больше ничего не показывает. Угу, домик еще есть. Домик. Череп. Так, здесь не вижу. Угу. Есть цепь. Чемодан. И есть время. Будильник.
Возможно, видите, поездка куда-то на определенное время. Может быть, вы уже знаете в среду. Значит, что получается у вас в этот день? Чемодан показывает, что будет либо разлука, либо встреча с кем-то после долгой разлуки. Дальше солнце, радость. Радость, хорошее настроение, позитив, поездка. И поездка недалеко, где-то, да, вот там. Хотя, в принципе, здесь одна машинка. Ну, скорее всего, наверное, недалеко. Ну, ладно, не будем привязываться, далеко-близко. Поездка может быть. Будильник может указывать на то, что она идет на определенное время. То есть вы едете куда-то, где вас ждут в определенное время. Либо у вас транспорт ходит по определенному времени. Дальше нерешенный вопрос. Если брать дела в этот день, то какой-то один вопрос может быть не решен. Он как бы затягивается, цепь. День за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем решить не можете. И, скорее всего, в среду не получится снова его решить. Ну, просто не пришло время еще. И вечером выпадает время, проведенное дома. Дома какие-то события. И может быть еще ухудшение самочувствия. Может быть из-за того, что у вас слабость, усталость, не знаю, там голова болит, еще что-то болит. И вы просто проводите время дома, как вариант. То есть тут еще могут быть вопросы по здоровью. В этот день какие-то у вас. Так что вот такая информация. Ну, такого, что прям критического ничего. Самое главное, время, следить за временем, понимать, что какой-то вопрос там может не решиться, ничего страшного решиться в другой день. И беречь здоровье здесь. Такая информация для вас, Львы. Смотрим дальше Дев. Девы. 22 октября. События дня Девы. Первое событие — кораблик, ожидание. А у нас как раз карта умеренности — это и есть карта тянучести такой. Успех, ожидание успеха. Тайная встреча может быть. 2 кольца. Удача. Хорошо. Так, цыпленок еще есть. И давайте еще посмотрим, что у нас здесь с вами. О, есть еще машинка. Машина. Здесь нет. И здесь тоже нет. Получается 6 событий, и все у вас выпали хорошие. Ну, как я и говорила, карта умеренности — это хороший день. Первое событие — ожидание. Кого-то или что-то будете ждать в этот день. Будет успех в делах, в работе. Вас ждет успех. Хорошо, если какая-то, например, там проверка, важный разговор, экзамен. Ну, то обещает победу вам. Дальше тайная встреча может быть, общение с семьей, с детьми, удача на вашей стороне. Вам, в принципе, будет вести в этот день. И может быть поездка. Может быть удачная поездка. Так что у вас тут все хорошо, Девы. Благодарю за внимание и переходим к весам, к нашим именинникам. Весы, 22 октября, события дня, среда. Покажите мне, как этот день пройдет для весов. Среда. Как пройдет для весов.
Смотрим весы. Угу, сразу же может открыться какая-то тайна в этот день. Что-то такое узнаете интересное. Еще забыла сказать, у кого день рождения 22 октября, ну, конечно, я вас поздравляю с днем рождения, и у вас наступает 14-й год. В принципе, да, вот как бы сама карта дня, она уже показывает для вас карту года, поэтому у вас будет классный год, он будет идти под арканом умеренности. Это очень спокойный год, очень такой ровный, без каких-то проблем. В этот год все легко удается, получается. Год наград, например, если вы там знаете, что можете получать какие-то награды, дипломы, грамоты там, и так далее, то вот может быть в этот год. Ну, опять же, почему? Потому что у вас вот этот, который закончился сейчас, да, 22 числа, он шел под арканом смерть. То есть, я думаю, у большинства из вас жизнь реально поменялась круто, потому что по карте смерть меняется жизнь. Там, типа, кто-то уходит, кто-то, наоборот, у нас в жизни появляется, мы меняем работу, мы меняем дома, мы переезжаем. То есть, смерть – это реально такие глобальные перемены в жизни человека. И поэтому год умеренности, да, потом идет для того, чтобы мы от этих перемен немножко отдохнули. Вот у вас как раз такой год будет спокойный, чтобы вы взяли передышку после этого года, который был. Удача именно в расклад показывает, что в этот день, да, тут очень важно, чтобы вы не перепутали. Удача, солнце, ключ, ну прям вообще красота, слушайте. Одно событие лучше другого. Гости, чашечка чая, гости, радость, удача. Месяц. Давайте еще посмотрим здесь. Есть что-то? Да, есть друзья. Дружеское общение, посиделки. Опять же, гости, да, вот гости, друзья, солнце, может быть, это как-то будет связано. Так, и здесь нет, и здесь нет. Смотрите, шикарный день у вас будет. Первое, замок показывает, что может открыться какая-то очень интересная информация, которая до этого была от вас скрыта. Ключ, да, то есть ключ помогает этой тайне вылезти наружу. Ключ показывает, что этот день для вас важный, могут происходить какие-то суперважные события в этот день. Перед вами могут открываться новые двери и появляться возможности. Дальше вам будет вести удача, у вас будет классное настроение, общение с гостями, общение с друзьями. И Луна показывает какое-то цикличное событие. Ну, там, каждый месяц 22 числа вы что-то делаете. Может быть, там что-то покупаете, куда-то ходите, что-то оплачиваете, получаете там, и так далее. Поэтому вот еще какое-то цикличное событие может быть. Так что шикарный день, весы, будет у вас в среду. Благодарю за внимание и переходим к скорпионам. Сейчас будем смотреть, что у скорпионов. У скорпионов сразу карта полетела. Энергия пошла сразу во все стороны. Угу. Да, я вижу. 22 октября, скорпиончики, смотрим, что это будет для вас за день, какие события будут. Покажите мне для скорпионов. Среда, как пройдет. Угу. Я уже поняла, да. Ну, видите, что делается? Ну, это ужас. Уже у меня 5 раз они упали. Пока складывала, после весов 3 раза упали. Сейчас 2 раза. Просто вот энергия вот такая вот вся. Как центрифуга, такое ощущение сразу. Знаете, вот у меня прямо сейчас такое ощущение, что вокруг вот так вот все вибрирует и ходит. И даже вот не могу карту удержать. 22 октября, скорпионы. Ну что, покажите мне, что там за день. Угу, конверт. Показывает, что вы что-то будете получать в среду, получение. Это может быть информация, это может быть какой-то документ, посылка может быть. Чемодан. Корона.
встреча или разлука с каким-то очень важным человеком. Корона показывает влияние, показывает силу. И вы, скорее всего, с этим человеком либо долго не виделись и увидитесь, либо наоборот, слишком долго были вместе и расстанетесь. То есть чемодан, он проигрывается вот этими двумя крайностями. Слезы, может быть, слезы радости. Угу, гости. Не, скорее, наверное, к вам кто-то приедет, наверное, если гости выпали. Или вы поедете. События дома. Может, к вам приедут. События, гости. Какое-то событие дома. Так. Смотрим. Сейчас я еще посмотрю горизонталь, вертикаль. Ага, есть еще метла. Метла. Ну, можно, конечно, здесь прочитать как ссора, слезы. Да, ну, какие-то споры даже скорее. Потому что у нас мечи показывают сильный конфликт, а метла показывает, ну, просто споры. Но также можно еще прочитать слезы как слезы радости, а метла как, например, уборка. Если выпадают гости, кто-то приезжает, может быть, вы там решили порядки навести. Так, ну хорошо, давайте по очереди, по порядку. Первое, конверт, получение. О, еще увидела месяц. Значит, у вас будет получение в этот день, что-то получите в руки. Дальше. Очень похоже на то, что у вас будет событие дома, потому что выпало и сам дом выпал с событием. Выпал месяц, который показывает, что это событие, оно цикличное. Ну, типа там день свадьбы, день рождения, то есть какие-то вот эти цикличные все. Цикличное событие, гости выпали. Метла. Да? Метла, мы всегда что-то там шуршим, бегаем, да, по дому, если ждем гостей. Слезы, слезы радости, встреча после долгой разлуки или разлука после долгой встречи. Может еще так быть. Но мне кажется, что у вас это встреча после долгой разлуки. И корона – это, скорее всего, что будет общение с человеком, который имеет для вас важность. Этот человек может быть влиятельный, состоятельный, успешный там, и так далее. В короне, да, так сказать. Так что, в принципе, все события у вас классные выпали. Я думаю, что метла здесь, она проиграется, да, вот таким своим значением. Ну, а там, как говорится, поживем, увидим. В любом случае, любую ссору мы можем избежать в этот день. Это уже всегда зависит от нас. Все эти ссоры, конфликты. Мы можем реагировать, можем не реагировать. Так что, ну, судя по вот этой энергии, которая крутилась вокруг, то метла, это вы там будете просто, видно, крутиться, как метла целый день. Так, смотрим дальше. Стрельцы. 22 октября. 22 октября. События дня. Стрельцы. Подарок. Подарочек выпадает у вас. То ли кому-то подарите, то ли вам подарят. Может и так, и так. Ссора. Метла. Метла не всегда. Ссора я потом вам расскажу. Солнце нельзя по диагонали. Колокольчик. Может быть, разговоры о подарке, обсуждение подарка. Гости. В гости вас позовут, подарок будете покупать. Роза. Так, ну здесь все по диагонали. Смотрим теперь горизонталь, вертикаль. Не вижу совпадений.
Получается, в этот день выпадают гости, выпадает подарок, пустые разговоры, болтовня, приятная встреча, свидание. Все указывает на то, что либо вы пойдете в гости, либо к вам придут в гости. И будет, да, вот приятное общение. Но также выпала еще метла, она, автор ее обозначил как ссору. Но практика показывает, что метла это может быть не только ссора, а, например, уборка в этот день. Либо какие-то повторяющиеся действия тоже может быть. Поэтому, вот, может быть, если выпали гости, подарок, может быть, уборка, вы там ждете гостей и готовитесь к встрече, как вариант. В общем, будем надеяться, что метла не проиграет со своим прямым значением ссора. Но опять же, по карте умеренность, даже если мы в этот день с кем-то спорим, с кем-то ссоримся, то мы тут же миримся. Потому что это карта мира, карта примирения. Мы быстро находим компромисс, общий язык. То есть ссоры быстро заканчиваются. Так что я не думаю, что прям будет какая-то там супер ссора, которая сильно вас там расстроит. Вот такая информация для вас. Благодарю за внимание. Стрельцы, переходим к козерожкам. Козероги, 22 октября. События дня Козероги. Среда, Козероги. Смотрим, Козерожки, что у вас. Посещение госучреждения выпадает. Удача. Вот видите, у всех знаков очень хороший такой спокойный, мирный, классный день. Есть там у кого там какие-то по мелочам. Ну, я думаю, что там все обойдется. Шарики. Смотрите, казенный дом и шарики. Хорошие новости. Подарок нельзя. Цыпленок. Ножницы нельзя. Также есть череп. Череп и дети может показывать о том, что могут, например, либо болеть дети в этот день, либо нужно будет ухаживать за детьми, может быть, там сводить к стоматологу, к врачу. По диагонали. Вижу, они меня сбивают, эти диагонали. Так, смотрим здесь. Есть еще будильник. Предупреждение. Так. Нет, нет, нет. Нет, и здесь тоже не вижу. Получается, у вас в этот день удача. Первым событием выпало и говорит о том, что вам, в принципе, будет вести в этот день удача на вашей стороне. Посещение госучреждения будет, казенный дом. Хорошие новости. Общение с детками, забота о детях. Дети, внуки, ну кто-то маленький. Дальше тема здоровья может как-то проигрываться здесь. Но опять же, иногда это не наше здоровье, а здоровье наших близких. Да, и наша забота о близких, например, да, в таком сочетании. И будильник показывает, что, скорее всего, в этот день вам нужно будет куда-то прийти на определенное время. Или, в принципе, день может быть расписан, да, там, по каким-то событиям, по часам. И будильник говорит о том, что будут вот эти все события сбиваться, переноситься, откладываться, затягиваться. Потому что карта умеренности – это когда у нас растягивается все во времени. Да, вот мы там планировали все сделать за 20 минут, а делали час. Соответственно, если у нас было уже какое-то другое событие на другое время, там все уже сбилось. Поэтому тут очень важно в этот день для себя давать всегда какие-то большие запасы и понимать, что все может тянуться как резина. И так вот быстро, как вы хотите, не будет. Вы просто должны быть к этому готовы, и все. И тогда будет все нормально. Вот такая вот
информацию. Вот, например, если вы идете в больницу, да, по черепу, то умеренность показывает, будильник с умеренностью могут показывать, что вы там будете дольше обычного сидеть в очереди, хотя вы скажете, у меня там номерок, да, я знаю, что я приду на определенное время. Нет, так не будет. У вас номерок на это время, но попадете вы гораздо позже, чем время в номерке, и вы как бы должны к этому быть морально готовы в этот день. В этот день нужно расслабиться, да, вот, налить себе чашечку чая и вот на таком лайте этот день провести. Никуда не торопиться, не спешить, не нервничать, не психовать, и все будет нормально. Иди за этим потоком, да. Если поток тебя останавливает, значит надо успокоиться и ждать. Благодарю за внимание и переходим к водолеям. 22 октября, водолеи. Среда, водолей. События дня. Угу. Мешок с деньгами вам выпал, водолеи. О, еще и сундук. Тоже деньги. Прибыль, прибыль, деньги. Любовь. Хотя сказать, вам повезет в деньгах. Нет, не только в деньгах, еще и в любви. Любовь тоже выпала. Казенный дом нельзя. И тут еще есть подарок. Ну, это вообще подарок, деньги, прибыль. Возможно, подарок будет в виде денег, как вариант. Приглашение. Может быть, вас куда-то позовут, пригласят, и вы подарите подарок в виде денег. Ну, опять же, да, то есть это мое предположение, оно там может проиграться вообще не так. Шарики. Венок нельзя, и тут еще есть конфликт. Конфликт, подарок, деньги. Будильник. И неприятность, и весы. То есть у вас будет неприятность, связанная со временем. Ну, я в начале видео рассказывала, что у нас в день умеренности со временем мы вообще не дружим. Да, тут эта карта так и называется. Время. Карта времени. Когда время идет, течет не так, как нам надо. Сейчас я посмотрю еще. Ключ нельзя. Здесь нет. Нет, нет, нет. Нет, и здесь тоже нет совпадения. Ну, у вас событий очень много. Рассказываю просто отдельно. Каждое событие, а как они уже там будут перекликаться, посмотрим. Значит, прибыль выпала. В этот день точно будут финансовые поступления. Прибыль будет. Будет любовь. 2 сердца. Деньги. Какое-то событие, связанное с деньгами. Может быть, ну, по мешочку часто это расходы, минус. Мы идем, если сундук плюс мы получаем, то мешок мы тратим. Поэтому тут будут и получение, и траты, подарок. Споры, скандал, возможно, будут связаны с подарком. Приглашение, может быть, очень хорошие новости, шарики радостные. Неприятность, связанная со временем будет. То есть что это значит? Это значит, что вы будете не успевать, время будет переноситься, сдвигаться, вы будете путать время. Например, там вас пригласили на 16, вы забыли, да, и приехали на 18. То есть вот все вот эти события негативные, они будут крутиться вокруг времени. Поэтому тут вот на это надо делать акцент и действительно как-то там давать себе больше времени, может быть, где-то что-то помечать, потому что со временем мы дружить не будем. Ну и сомнения выпадают, весы, да, вот колебания, сомнения. Скорее всего, это связано опять же со временем. Успею, не успею, там делать, не делать, надо, не надо, вот такое. Ну, видите, да, то есть, в принципе, события хорошие, большинство, если только вы тут со временем разберетесь и избежите какой-то ссоры, скандала. Все, тогда будет отличный день. Такая вот информация для вас, водолеи. Благодарю за внимание и переходим к рыбкам. Остались у нас только рыбки.
Так, сейчас складываем так, чтобы не повторялись. Угу. И смотрим рыбок. 22 октября. События дня рыбы. Угу. Видите, падает энергия. Много энергии в этот день. Третий раз упала. Рыбы, 22 октября, среда. Смотрим. Еще когда падает карта, дорогу может показывать. Подарок. Интересно, что у очень многих знаков выпали вот эти все там подарочки, сюрпризы, бонусы какие-то в этот день. У большинства. Цепь, нерешенный вопрос. Шарики. Деловая встреча, свиток. Угу. Весы. Подкова. Мечи. Замочек нельзя. Слезы. Здесь нет, и здесь нет. Значит, смотрите. Первое событие. Подарок показывает, что либо будете дарить, либо получать подарок. Хорошие новости будут. Деловая встреча будет. Удача будет. Будут сомнения. Весы. Да, нет. Да, деловая встреча. И на этой встрече есть какие-то сомнения. И смотрите, выпал нерешенный вопрос. Получается, что, скорее всего, на этой встрече какой-то вопрос не решится. Видимо, планировали решить, но у вас и сомнения, наверное, были, что было такое подозрение, что не 100% вероятно, что получится. А ну сейчас давайте посмотрим ножницы, где. Одну половинку вижу, вторую не вижу. А, вот она. Одна карта, в принципе, между ними. Так что скоро, смотрите, знаете, как еще интересно, как одна карта разделяет хорошие новости. Скорее всего, что на этой встрече вы получите хорошие новости в том плане, что этот вопрос решится, просто не в этот день. В этот день решения не будет, но вы уже будете понимать, что решение будет в какой-то конкретный день. Может быть, вы будете знать, потому что новости хорошие. И из минуса у вас выпало, это вот этот нерешенный вопрос, и еще из минуса споры, конфликт, скандал и слезы. То есть в этот день можно с кем-то реально поругаться. Но опять же, это зависит от нас. Мы можем реагировать спокойно по карте умеренность, да, выдохнуть, посчитать до 10 и не отреагировать. А можем, конечно, сразу парировать, и будет скандал. Поэтому тут очень важно по карте умеренности всегда выдыхать и не реагировать. Поэтому и таким образом удастся избежать этой ссоры. И опять же, по карте умеренность понимать, что всему свое время. Если этот вопрос не решился, значит просто не пришло время. Придет время, и все решится. Вот такая вот информация для вас, рыбки, на среду. Благодарю за внимание и жду вас на своих новых видео.